С освобождением. Всем привет. Ну, что все собрались, что все ждут? С боевым крещением. Да. Олеся, можешь рассказать, как тебя задержали? Ну ничего, задержали около подъезда, перед домом. Когда я вышел, задержание было очень такое мягкое, приветливое. Улыбчивый сотрудник милиции Павлов сообщил мне, что я задержан. Мы сели с ним в гражданскую машину «Синий Опель», который уже был засвечен на акциях нетунеядцев 2017 года. И он привез меня в Ленинский РОВД, где на меня ставили протокол. Я там сразу заявил, что против себя свидетельствовать не буду, просто потому что очевидно, что это преследование по политическим причинам. И самое главное, что все у нас настолько топорно и настолько плохо обставлено, что даже участвовать в этом, честно говоря, было противно. Хоть какое-нибудь уважение бы имели. А какие-то документы предъявляли, за счет чего тебя будут арестовывать? Ну, меня арестовали на основании рапорта замначальника милиции, я уже не помню его фамилию, на основании свидетельских показаний старшего инспектора, по-моему, или кто-то там он, Башаримова. Ну и на основании якобы видеодоказательств. И видеодоказательство заключается в том, что я там 2 минуты разговаривал со знакомой женщиной, которую вот просто встретил там перед ИВС, когда был здесь. Это просто трэшак и абсурд. Меня вельми хотели потаемно судить, але у мяне атрымалася зрабіць так, каб чалавек датэліўся маёй маці, таксама там маі калегі Барыс Бухель і Алексей Колчин таксама там паспелі на суд, але толькі на аглашэнне. Бо тое, што там адбывалася менавіта ў судзе і тое, як там сістэма доказаў маёй віны ставілася, ну я нават як праваабаронца бачу такое ледзь не ўпершыню. Ну гэта мы яшчэ будзем ўсё глядзець. Я так думаю, што гэта мэтанакіраваная акцыя супраць, у прыватнасці праваабаронцаў, журналістаў, якія загуляліся ў ліберальнасць дэмакратыю. І гэта такі добры такі шчалчок напярэдадні выбарчай кампаніі, якая ўжо ў прынцыпе пачалася. А какая почта приходила, кто-нибудь поддерживал? Да, вот здесь надо сказать, что в первую очередь большое спасибо моим коллегам из Могилевской весны за то, что они снабжали меня периодической продукцией, то есть газетами и журналами всевозможными. Очень много было, в том числе, всяких открыток и от нашей волонтерской службы Mayday, и от других людей. В общем, всего было много, и более того, даже передачи, которыми меня снабжали родители, они были не единственными, потому что очень много кто передавал как бы в камеру там тоже свои какие-то передачи, какие-то продукты. В общем, всего было много, и за это где-то даже стыдно, потому что, мне кажется, я все-таки не стою таких почестей. Саша, я ще пару питань. У камери ти один знаходився? Так. І як ті було холодно? Бо всі, хто вийшов до тебе, казали, що вельми холодно. Гледзячы з чым, канешне, параўноўваць, так, напэўна, да, было холодна. Але я, ў прынцыпе, спаў там у майцы, і мне, нормально. Я просто прызвычайны да гэтых рэч. Я все время был один. Я за все то время, что был 10 суток на ИВС, я единственное, кого видел, это сотрудники милиции в масках. То есть единственное... Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, я слышал, как освобождают Олеся Осипцова, если он, конечно, был только на 3-м этаже, если он там находился. По-моему, его голос я слышал как-то вечером, по-моему, 19-го или какого-то. Самое галоўнае, на мой погляд, пасля таких вось выпадкаў працаваць тое, як ты працаваў раней. Бо калі ты працаваў дрэнна, то цябе б, напэўна, не пасадзілі. А калі цябе вось так вось пасадзілі на 10 суток, значыць, мабыць, ты штосьці робіш такое цікавае. С цветами, с клетками, со строка вижу. А потом буду с Мишей.